Друзья, всем привет! Заметил, что в комментариях граждане Монголии очень часто пишут о том, что я выделяю как-то именно бурят-монголов и что я не должен этим заниматься, потому что монголы все едины и так далее. Друзья, смотрите, я акцентирую внимание именно на бурят-монголах из России, потому что у нас, как вы сейчас понимаете, очень сложная ситуация, и в связи с новым законом о электронных повестках у нас вообще вся ситуация намного осложнилась, потому что сейчас многие наши буряты не смогут ездить домой, потому что все, тебе приходит в госуслуги, это такое электронное приложение на телефоне, приходит повестка, и все, ты не можешь покинуть территорию России. Все, ты, получается, в этом концлагере остаешься и должен идти на войну. Если ты не идешь, то ты поражаешься в правах. Ты не можешь брать кредит, не можешь водить машину и так далее. То есть это новое крепостное право, да, грубо говоря. И смотрите, друзья, монголами, да, я зову граждан Монголии. Я понимаю, что здесь вообще в целом такое положение, что монголы вообще единая нация, не делятся на рода и так далее, да. И я считаю, что это правильно. Но мы, бурят-монголы, мы не являемся гражданами Монголии. У нас сейчас начинается очень сложное время, потому что мы как будто бы здесь в гостях, да, как будто бы приехали учить язык, да, получили ВНЖ, вдруг резко захотели изучать языки, английский, корейский, монгольский, да. Для этого приехали сюда, в Монголию, получили здесь вид на жительство. Но на самом деле, по факту, мы же беженцы. То есть мы бежим от войны. Так же, как украинцы бегут от войны, от того, что их бомбят, так же и мы бежим из-за того, что не хотим принимать участие в этой войне, не хотим убивать людей. Но у нас разная ситуация с ними. То есть если украинцев как-то с пониманием люди относятся, то у нас ситуация все-таки другая, да, то есть от нас требуют, чтобы мы там подняли восстание, да, госпереворот и так далее. Но, к сожалению, в таком тоталитарном обществе это, понимаете, сами невозможно, да, либо очень сложно. Потому что, смотрите, когда был совок, да, то есть восстания же не было нигде, ни в Монголии, ни в Украине, в той же самой, ни в Казахстане. То есть все сидели тихо и вот любили русский мир, да, через, как сказать, через кулак, да, что называется. И, то есть, мы, как сказать, не какой-то же там, какой-то супернарод, да, который вот так вот может взять и резко восстать, да, когда вся страна молчит и повинуется. И сейчас ситуация была более-менее еще какая-то не такая сложная, как сейчас, но из-за вот этого вот нового закона, конечно, все осложнилось. И по факту мы уже все, я думаю, уже перестанут люди ездить. И как решать вопросы теперь с медицинским обслуживанием, с официальным трудоустройством на работу, вообще с официальным здесь пребыванием, потому что год пройдет, люди, которые получили ВНЖ, будет ли такая возможность дальше здесь оставаться, продлять это как-то ВНЖ, то есть оно же учебное, по идее, да, может быть, конечно, останется как-то, но опять-таки, если все это долго будет продолжаться, то Рашка же будет давить, так же, как и на Казахстан, на другие страны, у нее есть для этого инструменты. Как нам быть в этой ситуации, всем непонятно вообще. То есть, я так понимаю, пока, да, какой-то такой логичный ход, это, наверное, пытаться уехать, видимо, в Европу или в США, потому что там дают политическое убежище, там есть возможность в будущем легализоваться, официально трудоустроиться, получать медицинскую страховку, то есть купить медицинскую страховку недорогую, то есть как-то в какое-то нормальное правовое поле попасть. А пока мы по факту вообще граждане России, вот бурят-монголы мы, да, мы граждане России, у которых, по большому счету, никаких вообще прав нету в других государствах, и в Монголии тоже. К сожалению, Монголия не подписала вот эту конвенцию о политическом убежище.
Ну и вообще, в принципе, я не знаю, подпишет ли она ее, что вообще, какая судьба ожидает нас, бурят-монголов. И поэтому, когда я говорю о бурят-монголах, я имею в виду бурят-монголов, которые приехали из России и которые здесь до сих пор пребывают на птичьих правах. И, конечно, наша дальнейшая судьба неясная. И многие просто монголы, да, граждане Монголии, они вообще не понимают вообще нашу ситуацию. То есть там идет война настоящая, там убийство. То есть ты хочешь, не хочешь, тебя отправляют на войну, убивать людей, участвовать в этой войне. И вот сложная ситуация. По факту, я говорю, мы на самом деле беженцы. И вот этот вот закон, который принят, да, сейчас был недавно, ну все, он уже нас в такую вот какую-то, в некие рамки уже, в некую новую нашу роль, да, настоящих уже беженцев он, конечно, обрекает. Потому что сейчас мы, конечно, никакие не туристы, не какие-то там люди, которые решили приехать учить языки, да, вдруг внезапно и получить для этого ВНЖ. Ну нет, конечно, все это ерунда. И не знаю, друзья, я думаю, сейчас вот это вот сложная вообще история. Я не знаю, что те люди, которые там за периметром находятся, да, как они будут вообще выживать там, потому что я, ну, понимаю же, что не многие хотят идти на войну, умирать. Как нам здесь быть, то есть как нам вот этому легализоваться, да, как здесь быть. Затеяла Рашка очень такую сложную ситуацию для всех, и для Украины, и для России, и вообще для всего мира. Заварила такую кашу, которую хрен знает, как теперь расхлебывать. И этот народ, который поддерживает войну, ну, в общем, друзья, тема для обсуждения, конечно, есть, она тяжелая, и я в следующем видео запишу свои темы, свои мысли по поводу тех шагов, которые надо было делать изначально, я думаю, антивоенным всяким движением, да, но которые они, к сожалению, не делали. Они просто играют все время под давки, либо они работают на режим, либо хрен знает. Ну, это просто они супер беспонтовые, да, так скажем. Потому что, ну вот, такая вот история. Теперь мы уже становимся беженцами практически официально. И вот надо нам как-то, короче, решать нашу судьбу, что делать, как дальше быть. Ладно, друзья, надеюсь, вы поняли ту мысль, которую я хотел выразить. Никаким образом, да, граждан Монголии я там не хочу делить и так далее. Я говорю именно о нас, бурят-монголах. Ситуация у нас тяжелейшая на самом деле. Не думал я, что мы сможем оказаться в такой ситуации. Но вот мы, к сожалению, сейчас в этой жопе находимся. И многие еще, да, не могут выехать, потому что у них там родители, допустим, пожилые, ухаживать надо за кем-то. Ну, просто вот представьте, да, сами, что начинается такая херня, и что делать, да? Ладно, друзья, надеюсь, все как-то кончится хорошо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь.